негласной традиции 8 марта мужчины дарят своим женщинам-коллегам подарки. Каждому хочется, чтобы его подарок был неповторимым и запоминающимся. Но что делать, если сотрудниц более 2000? Ректор университета Раиль Асадуллин смог угодить всем дамам, работающим под его руководством. На самый весенний праздник он подарил им концерт Римы Хасанова. Автор самых популярных шлягеров целого поколения исполнил для слушательниц знаковые песни и новые композиции. Қадірлі шуңа әр ғөмір минуты. Сипкілер сиңа келіше үпкелеме аларға. Мен сені ныграк яратам, сипкілерің тұлғаныға. Мәхәббәт ул татлы болмай икән, татлы була икән үртәнү. Yazmışlarım çitke uçraştırmaz miken, ağır bulmaz idi ükeni. Apakar yapıyor gele yavur, apakar eldehim ele de var. Всеми любимый композитор признался, что 8 марта для него особенный праздник. Может быть потому, что сразу после 9 марта он и сам празднует день рождения. Рима Хасанова можно назвать музыкантом с мировым именем. Ведь кроме того, что он создает музыку как для башкирских, татарских и русских песен, он экспериментирует и с иностранной музыкой. В скором времени, обещал маэстро, увидит свет и созданные им песни на немецком языке. Вдалеке осталась первая любовь. Мы не вместе нынче, мы с тобою врозь. Но любовь не гаснет в буднях и делах, до конца хранится в душах и сердцах. Пусть проходят годы, только вновь и вновь к нам не раз вернется первая любовь. Кроме самого автора, его композиции, давно ставшие классикой, исполнили студенты и преподаватели Института педагогики, а им подпевал весь зал. Для автора это высшая заслуга.
Новый реставрированный концертный зал БГПУ уже не раз принимает известных музыкантов в своих стенах. По отзывам профессионалов его можно назвать одним из лучших в республике. Но не только свет и акустика привлекают исполнителей в БГПУ. В первую очередь это внимательный гостеприимный зритель, для которого хочется творить, говорит Рим Хасанов. Именно поэтому он уже не в первый раз выступает у нас. Его первая встреча с педагогическим вузом состоялась в День музыки, когда университет посещала Алсу. Остается надеяться, что эта творческая дружба продлится долгие годы.